Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гостя» Зурабом Двали. И сегодня мы хотели бы вам рассказать о главной достопримечательности грузинской столицы – горе Мтацминда или Святой горе, на которой расположен старинный фуникулер, имеющий уникальную историю, а также очень популярный ресторан, куда мечтают попасть все туристы. А на пути к фуникулеру есть немало интересных мест, посетить которые я предлагаю вам вместе со мной. В VI веке пришли в Грузию проповедовать христианскую религию 13 сирийских монахов. Один из них, Давид Гариджийский, поселился на горе Мтацминда. Вдали от городской суеты он молился и проповедовал христианские ценности. Намного позже тут появилась церковь Мама Давидхи, названная в честь него, ведь в переводе с грузинского Мама Давидхи означает «храм отца Давида». Тут же возле церкви Мама Давидхи расположен знаменитый пантеон. И каждый турист, который приезжает в Тбилиси, считает своим долгом подняться сюда и почтить память знаменитых деятелей грузинской культуры. Тут и звезда грузинского балета Вахтанг Чабукиани, выдающаяся актриса Верикуан Джапаридзе и Серго Закариадзе, любимейший актер, который сыграл легендарного отца-солдата. Интересно, что Александр Грибоедов, автор бессмертной комедии «Горе от ума», называл Мтацминда самой поэтической принадлежностью Тифлиса. Прах Грибоедова, а также его супруги, грузинской княжны Нины Чавчавадзе, покоится тут же в Тифлисском пантеоне. А это известный тбилисский фуникулер, который связывает центр города с парком на горе Мтацминда. Давайте вместе поднимемся наверх. Тбилисский фуникулер – один из самых старых и красивых в мире. Он был построен в 1905 году бельгийским ученым Альфонсом Роби и сразу же полюбился горожанам. А в 2013 году вся фуникулерная система полностью была реабилитирована. И сегодня каждый желающий может воспользоваться этим удобным транспортом, чтобы подняться на вершину горы Мтацминда. На самой вершине горы Мтацминда расположен популярный парк отдыха. Это целый развлекательный комплекс с аттракционами, с каруселями, детскими площадками и кафе. Он пользуется огромной популярностью как у детей, так и у их родителей. И тут же в парке расположена известная телевизионная вышка.
которая высотой в 275 метров. Со смотровой площадки с горы Мтацминда открывается потрясающий вид на Тбилиси. Посмотрите, какая красота, какое великолепие! А позади меня легендарный ресторан «Фуникулер». Еще в советские времена здесь гуляла вся городская элита. И именно сюда привозили самых именитых гостей грузинской столицы. Именно в этом ресторане и специально для вас мы приготовим сегодня несколько фирменных блюд. Здравствуйте, Софо. Здравствуйте, Зураб. Добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Дорогие друзья, я хочу представить ивент-менеджера этого замечательного ресторанного комплекса «Фуникулер», очаровательную Софо Гелашвили, которая сегодня нам расскажет об этом потрясающем заведении на самой вершине горы Мтацминда. Это место объединяет в себе грузино-европейскую кухню. Здесь... Грузино-европейскую? Да. Мы уже там, в центре Европы. Прекрасно. Здесь можете реально отобедать как грузинские блюда, так и европейские. Так. Ну, конечно, грузинские блюда тоже по-европейски. Европейская подача грузинских блюд. Сервировка и оформление уже у них европейское. Софо, расскажите нам немного об истории ресторана «Фуникулер». Наш ресторан построили в 1938 году, и с тех пор ресторан пользуется огромной популярностью. Между прочим, здесь снимали почти все популярные грузинские фильмы. Особенно на веранде все эпизоды. Особенно на веранде, особенно там. И здесь, в интерьере еще ресторана, вы можете увидеть авторские произведения известного художника Отара Вебхадзе. Давайте подойдем, посмотрим и, главное, покажем нашим зрителям. Все, как было в советское время, полностью восстановили, как выглядел тогда вот этот легендарный ресторан. Да, мы постарались сохранить старый вид. Я помню, в студенческие годы мы с ребятами поднимались, потому что здесь были фантастически вкусные пончики. Это так и осталось. Мы сохранили старый рецепт наших пончиков, и вы сейчас их попробуйте. С огромным удовольствием. Тот вкус тех самых тбилисских пончиков, друзья. Сейчас мы приготовим несколько пончиков вместе с уважаемой Элисо. У нас дрожжевое тесто или какое? Дрожжевое тесто. Так, сколько нам грамм теста надо для одного? 65 грамм. 60-65 грамм нужно на один пончик.
Это у нас Крем, да. заварной крем, да? Заварной, ванильный. Ну, конечно же, всех секретов мы не будем Ну, выдавать. конечно, вы не будете выдавать всех секретов, потому что тогда кто придет? Все будут в домашних условиях готовить. Сура, может, вы тоже попробуете? Ну, если Элисо доверит мне этот процесс. Элисо, хорошо получается у меня? Да. Ну, если я когда-нибудь выйду на пенсию, буду сюда работать, готовить пончики. Да я смотрю, у вас целый рай до сладкоежек, да? Так здесь? точно. И мороженое, и варенье, и печеные, и тарталетки. Расскажите немножко нам об этом. Это место находится на первом этаже, Зура. Здесь всегда многолюдно. Здесь гости заходят прямо с веранды. Здесь вы сможете попробовать, как вы уже сказали, мороженое, варенье, пирожные. Слушайте, ну у вас тут еще и аджарские хачапури готовят? Да, это наш известный аджарский хачапури. Очень вкусный, очень легкий. Очень вкусный, очень легкий. Можно я сегодня останусь здесь у вас? С И удовольствием. хачапури отведаем, и пончики, известные стейки. Стейки же тоже у вас делают? Конечно, очень вкусные. На втором этаже в грузино-европейском ресторане. Если вы любите себя, а не лишние калории, то приходите сюда, получите всю гамму удовольствия от гастрономического наслаждения под названием «Ресторан Фуникулер». Наш ресторан славится этим известным панно, автор которого является Кока Игнатов. Известный грузинский Известный, художник, на весь мир известный. Здесь изображены все уголочки старого Тбилиси. Вы можете увидеть и Нтквари, и дом, и пиршество, и свадьбу на этом панно. Во время гражданской войны в Тбилиси, когда ресторан был закрыт, вот эту часть вырезали и украли. Вывезли из страны, до сих пор никто не знает, где находится эта часть. Но самое главное, что Кока Игнатов до смерти за несколько лет успел сам восстановить вот эту Свою же укравшую работу, да? часть. Да. Ну что ж, от этого это полотно стало еще более легендарным. А у вас еще есть какой-то фирменный коктейль, мне Да, рассказывали. Зура, и я обязательно вас угощу сегодня нашим фирменным коктейлем, который готовится из чачи. Из чачи. Друзья мои, нигде в мире, да то, что в мире, в Тбилиси нигде вы больше коктейль, где используют чачу, не сможете отведать. Только здесь. И сейчас мы на ваших же глазах его и приготовим. Правильно? Правильно. Пойдемте. Пойдемте к бару. Как я уже сказала, он готовится из чачи, из грузинских свежих абрикосов. О. Иракли, пожалуйста, покажите нам. Так, попробуем. Давайте. Спасибо. Спасибо большое. Ну как?
Фантастика. Главное, вообще не чувствуется, что там чача. Ну и какой же грузинский ресторан без мясного блюда? Сопу, расскажите, что мы сегодня будем готовить и кто нам будет помогать в этом? Сначала я вам представлю нашего шеф-повара грузинского ресторана Чела Так. Шмаги Капанадзе. Шмаги Капанадзе. И, Прекрасно. конечно же, Шмаги нам приготовить сегодня мясное блюдо, а конкретно телячью лопату в соусе из аджики. Какая прелесть! Телячья лопатка в соусе, приготовленной из аджики. Что нам нужно? Какие нам ингредиенты нужны для этого блюда? Давайте. Am საჭმელს უჭირდება Для этого нам нужно, ხბოზბეტი აუცილებლად. конечно, телячья лопатка, естественно, да. телячья. აჯიკა უჭირდება ხელი, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ. Аджика, которую мы сами готовим здесь на месте. Ага. ბულგარულისგან პამიდორი და ნიორია ამის. Да, и вот эта аджика готовится из болгарского перца, из чеснока и из помидоров. Это аджика не такая острая, как Не в такая магазине, острая, это домашняя Домашняя. приготовленная аджика. В да. основном на помидорной основе, Да, да? да. Хорошо. Значит, мы взяли килограмм примерно мяса, телячью лопатку, отварили, да, предварительно? Да. Вот после того, как мы отварим, что мы дальше делаем? Сейчас нам Шмаги покажет, что мы будем делать. Сперва, Давайте. наверное, нарезаем, да? Да. Давайте, Шмаги, показывайте. Да, большими кусками нарезаем, так. Какой аромат пошел сразу. Да. О, Мы берем уже нарезанные ломтики, Так. кусочки телятины, положим в кастрюльку и поджарим на сливочном масле. Так, Потом мы сверху подливаем его аджикой. аджикой. Да. Аджика сколько грамм нам понадобится? Приблизительно 400 граммов аджики. Степень нам- прожарки какая должна быть? ვიზუალური. Визуально. то есть Просто поджариваем это мясо, поджариваем. Хорошо, хорошо, Шмаги. Вот это мы сейчас, это часть как бы приготовления этого блюда. Картошка зачем у нас здесь лежит? Да. Давайте. კარტოშკა, ანუ კარტოფილი უნდა გავახვიოთ. Картошку заворачиваем в фольге ღუმელში. и выпекаем. Мы запекаем Запекаем, картофелины да, в печке. фольге вашей печи знаменитой. Да. Да? Покажите, как вы заворачиваете свою картошку в фольгу. Да, и Зура вам поможет. Да, но если это не очень сложная процедура, конечно. უნდა გავშალოთ ეს ფოლდა. Да. ვიღებ კარტოფილს. Берем картошку, Не режем ничего, как не оно есть, делаем. так и кладем. Так, უმატეთ მაი чуть-чуть соли добавляем. так. და ვამატეთ შავფილს. И черный перец еще добавляется к картошке. Как интересно. И, Так, и заворачиваем. Ну-ка. Айраны. Заворачиваем. Как конфеты трюфеля. Вот вторую картошку Все, Зура сейчас попробуем. лично я должен это Давайте. сделать. Вот. Даже закручивание фольги Шмаги какую эстетику нам показал, дорогие друзья. Вот конфетка. Как говорится, век живи, век учись. И вот сейчас мы находимся на кухне, и Шмаги продолжает рассказ о том, как приготовить телячью лопатку. Ну-ка, что мы делаем дальше? Берем сливочное масло. Масло грамм, сколько? 150? 150 граммов масла. Дальше идет наше мясо, которое предварительно Шмаги нарезал. И которое должно просто обжариться на этом масле.
А почему сливочное, скажем, а не подсолнечное? Вкуснее получается на сливочном? Сливочное масло смягчает мясо. В общем, на сливочном масле мясо получается более мягким, более нежным. Поэтому всегда старайтесь использовать не подсолнечное, а именно сливочное масло. Добавляем соли. Так. Я смотрю, не экономим соль, да? Так, хорошо так насыпаем. Сейчас, наверное, будем переворачивать, да, куски мяса? А Да. где наша специальная лопаточка? Да. Вот она. Он взял лопату. Шмаги уже заговорил на русском языке. Прекрасно. Такая розовая такая корочка уже появилась на нашей телятине. Когда мясо поджарится, потом уже можно добавлять аджику. Правильно. Все правильно вы говорите, друзья мои. Все. Я вас слушаю. Просто потрясающе. Как интересно, грамотно и профессионально. Не забываем о нашем мясе. Главное не передержать. А то, если мы его пережарим, конечно, мясо уже будет не таким вкусным. И сейчас, собственно, мы добавляем аджику. Да? Да. Но это не та аджика острая, которую в магазинах продают. Это скорее больше такая томатная подлива, наверное, которую в Грузии называют также аджикой. Ого! Ох ты. Прямо целое шоу Шмаги устроил тут с огнем, с фейерверком. Сейчас это мясо тушится, да, в аджике? Сколько минут нужно? Это 10 минут. 10-15 минут. Очень скоро наше блюдо будет готово. И уже когда мы сервируем стол, покажем вам, как это выглядит на настоящем грузинском застолье. Сопу, спасибо вам за интересный рассказ. Ну, специальное спасибо Шмаги, настоящий мастер своего дела. Встретимся буквально через несколько секунд. Gamifchildi, Guli mudamar tokas, Gagetsere, Gadamachevi maradoda, Gamirine, Sanam tauze gevlevi, Sanam ova, zam trisusi. Ночная мгла окутала Тбилиси, зажглись огни, и отсюда, с веранды ресторана «Фуникулер», Тбилиси просто прекрасен в это время. Меня ждет впереди шикарный ужин, но наша программа подошла к концу. Приезжайте сюда, наслаждайтесь, отдыхайте и смотрите
на Тбилиси с горы Тацминда. Всего вам доброго. Gaprin de baci,